Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Для вас сообщение. Давайте посмотрим, кто отправляет вам сообщение и что в этом сообщении написано. Ни о ком не думайте, никого не загадывайте, просто загадайте на себя. И нужная и важная информация вас, мои дорогие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, тут прямо от самой судьбы сообщение. Сообщение от высших сил, либо от самой судьбы. Вы знаете, вас какая-то большая радость ждет. Какая-то невероятно большая радость. Причем, как под ногами у вас будет, да? То есть не ждете, не гадаете, делаете какую-то обычную работу, занимаетесь своими делами. И вот прям на радость наступить, либо радость к ногам подкатится. Что-то грандиозное. Здесь, Ера, да, руна Ера, а это у нас урожай, достаток. Да, прям в центре, видите, вот эти вот скобочки. Вот, одна скобочка, а вот вторая. Вот она, прям в самом центре у вас руна Ера. Это же результат. Кстати, руна это еще означает и время. Зимой застой, а летом урожай, да, а летом награда. Справедливая награда. Во что вложились, то и получите, либо за ваши труды, за ваше вложение ждет вас вот такой подарок. Не знаю, видно вам или нет? Вот она, Ера. Вот одна скобочка и вот вторая скобочка. Вот она. Руна Ера, прям посередине. Сама судьба говорит: девочка моя, либо мальчик мой, да, все будет хорошо. Ты получишь свою награду. Все твои усилия окупятся сторицей. И еще эта руна помогает завершению какого-то долгого процесса. Слушайте, большая радость ждет, счастье ждет, результат ждет, урожай ждет, награда ждет. Мои хорошие мужчины и женщины, кто будет смотреть, судьба там прям такое для вас приготовила, и оно у вас под ногами. То есть вы идете, вам не нужно за ним тянуться, либо куда-то бежать, искать, получать. Оно прям под ногами у вас лежит. Да? Вот какая-то внезапная и счастливая ситуация, либо радостное событие. Награда найдет свою героиню, либо своего героя. Это первое сообщение. Дальше сообщение от некого упрямого мужчины. И он в своем сообщении, там прям, смотрите, это гром и молнию пускает в вашу сторону. Нет, он вас любит, конечно, но вот этот его противный характер, он ему прям судьбу перечеркивает. Да? Не только с вами проблема у этого мужчины, но и с друзьями, там, с коллегами, с начальниками, работодателями, с родственниками. Вот никто его не выносит, не вывозит его этот тяжелый характер. А мужчина прям не понимает. Он считает, что весь мир против него, а он такой белый и пушистый зайенька, и все вот его гоняют, там, стращают и обидеть хотят. На самом деле это он не зайенька, а какой-то, я не знаю, оборотень, который просто своим характером людей прожигает насквозь. Да? Он одним словом может просто расчеркнуть, зачеркнуть все, да? Обидеть до глубины души. И он не понимает, что он делает. Я так понимаю, что вы либо поссорились, либо вы сейчас не общаетесь, может, вообще как-то разошлись, расстались. И вот этот, значит, мужчина с плохим характером пускает в вашу сторону эту грозу и молнию. И такой, типа, я не сдамся, я тебя, типа, жду. У тебя, типа, последний там день, либо последний месяц, там, последняя неделя, иначе все, я тебя вычеркиваю, я там, типа, больше никогда с тобой не буду. То есть вы поссорились, мужчина, типа, разобиделся, и он прям верит, надеется и ждет, что вы придете к нему, будете его там возвращать, будете просить у него прощения, будете как-то так себя, вести, да,
выпрашивать его милости, признавать свою вину. Но зря он ждет, вы точно не пойдете, потому что вы устали от его этого ужасного характера. Вы пойдете только лишь в одном случае, если этот мужчина вам конкретно, серьезно скажет, что он начал бороться со своими дурными привычками, со своим дурным настроением и со своим вот этим вот грязным языком, острым языком. Вот. Когда он начнет этим делом заниматься, либо там с психологом, либо сам с собой, может быть, тогда вы и согласитесь. Но с таким, как его назвать помягче, чтобы YouTube пропустил, и чтобы прям подчеркнуть, диктатор, наверное, какой-то, да, угнетатель, диктатор, с ним жить вообще невозможно, и в отношениях быть невозможно. Мне вообще кажется, что от него все люди отвернулись, и он реально не понимает, что это он не прав. Вот какой-то такой мужчина. И вот он вам эти грозы посылает и считает, что вот он с вами не общается, он вам не пишет. Это типа он вас так воспитывает, он вас так наказывает. А вас я вижу как женщину, которая скинула с себя какую-то тяжесть, и вы сейчас как облегчение даже испытываете от того, что его нет рядом, и что вам никто мозг не выносит и не делает вам нервы. Не знаю, как вас угораздило, видно, мужчина симпатичный на лицо, либо у него есть какие-то положительные качества, но с таким характером это же невозможно. Невозможно построить семью, невозможно быть в отношениях. Ему лечиться надо на самом деле, и лечиться, наверное, прям по-взрослому, по-серьезному, иначе ничего хорошего не будет. А видите как, типа, я тебя жду, у тебя последний срок, у тебя последний день. Там быстренько взяла и написала мне: давай, извиняйся, либо приходи за мной, приди, и я все прощу, да, вот как-то так он вам говорит. Ну, дурачок, не будем на больных обижаться, ему действительно нужно лечиться. Дальше еще одно сообщение от другого мужчины, но здесь больше, знаете, сообщение такого вот характера, не могу сказать, что делового, но и не могу сказать, что личного. То есть вы с каким-то мужчиной, скорее всего, взаимодействовали. Ну, например, вы могли пойти в банк, да, и там сотрудник мужчина обслуживал вас. Либо это был магазин, и там продавец, консультант был мужчина. Может быть, вы в поликлинике были, а там либо санитар, либо доктор, да, мужчина был. Но вот как мне идет, что больше, да, профессиональная сфера мужчины, либо ваша, может быть, кстати, профессиональная. Нет, мужчина все-таки мне идет. Тут как бы все подвязано, да. Вот вы с этим мужчиной пообщались, и у мужчины очень хорошие, теплые эмоции по поводу вас. И мужчине хочется вас еще раз увидеть. А может быть, что-то там может предложить, например, да, там хорошую программу, либо хорошие препараты, там назначение хорошее, может быть, там хороший товар, да. То есть сложно сказать. Но вы, как женщина, этому мужчине очень симпатичны, очень понравились. Ну, можно сказать и предположить, что мужчина немножечко влюблен в вас. А может, и сильно влюблен. Может, вы часто к нему приходите в магазин, либо в поликлинику. Хочется вас видеть, и он как будто бы, знаете, проводит какой-то аутотренинг, типа приходи, да, поскорее приходи, обязательно приди, когда я буду работать, либо когда моя смена, либо, пожалуйста, запишись, да, вот как-то гипнотизирует вас на расстоянии, как и расстояние, и время. Очень хочется вас увидеть еще. Ему очень приятно ваше общество. Я же говорю, вы нравитесь как женщина. И очень важно вас увидеть, очень важно еще с вами пообщаться, почувствовать вашу энергетику, побыть в вашем обществе. Ну и, соответственно, вам какие-то хорошие варианты предложить. Вот, скорее всего, раньше этого не было, там либо вариант был недоступен, а сейчас этот человек узнал и думает, вот бы вы пришли, и вас бы увидел, и вот этот хороший вариантик бы вам предложил, да, вот какие-то такие мысли. Так, еще здесь сообщение от кого-то из родственников. Родственники, которые по вам скучают, либо соскучились очень сильно. Может быть, вы давно с ними не общались, может быть, вы давно дома не были, может быть, еще там что-то произошло. Ну, понятно, что жизнь, она такая, закрутит и не отпустит. И у людей просто не всегда получается поддерживать связь, либо полноценно там встречаться, общаться, проводить время. То есть ваши родственники по вам скучают. И им очень хочется, но они, наверное, и так вам об этом говорят, да, вас еще увидеть, либо подольше с вами пообщаться.
Вот как вас не хватает вашим родным людям, вашим родственникам. И, мои дорогие женщины, вот кто прям бизнес-вумен, ну, либо вы там карьеру строите, может, вы работаете в другом, там, не знаю, населенном пункте, в другом городе, и вот ваши там близкие, они без вас живут, вот они очень сильно по вам скучают. Они, конечно, головой понимают, для чего вы это делаете, и знают, какие блага несет ваша активность, ваша деятельность, но вот не хватает, вас не хватает, качественного времени вместе не хватает. И, ну, как бы, да, это трудности жизни, это все, это понятно, это тяжело. Но с другой стороны, может быть, и вам как-то больше уделять время, либо, может, перевести их к себе, либо еще что-то придумать, да, вот провести с ними время. Могут не говорить, да, потому что, ну, знают, что нужно. А с другой стороны, сердечки болят. Я вижу, что сердечки по вам болят, скучают даже. Не только болят, но и скучают очень сильно. Сердечки ваших родственников. Ну, это могут быть и детки, и родители. Те, кто вас по-настоящему любит и ценит. Слушайте, прям так грустно стало. Почему-то мне еще образ животного пришел, да. Возможно, вы уехали в отпуск, а своего любимого хвостика дома оставили. Может быть, за вашим хвостиком там ваши близкие присматривают, там холят, лелеют, любят. Но вашему хвостику именно вас не хватает. Понимаете, вы для своего хвостика целый мир, целая вселенная, и мама, и папа. И когда вы, ну, скажем так, уехали, да, хвостик просто, ну, потерял почву под ногами, да, мир рухнул. Потому что, ну, хвостик не понимает, куда вы пропали, когда вы вернетесь. Даже если вы объяснили, да, все равно для маленького сердечка это... Ой, я сейчас заплачу. Знаете, мне идет картинка, что, ну, вот в окно смотрит, либо на дверь смотрит, и вот, ну, как аппетит плохой стал, да, вот какой-то очень такой пассивный хвостик стал ваш. Ну, это, конечно, грусть. Это грусть. Я не знаю, почему такие законы, почему нельзя ездить с животными, почему так мало отелей принимают людей с животными, почему там все эти авиакомпании, всякие перевозчики ужасные условия создают, да, для поездок с животными. Но это такая боль, это такая драма. Ну, нам-то, людям, тоже тяжело, но проще это все понять, да. А хвостик, ну, он же по-другому все оценивает, да. Ой, сейчас буду плакать. Любите своих хвостиков, берегите и по возможности не расставайтесь. Это прям, это важно. Это важно. Эти маленькие сердечки, они очень сильно болят. Болят, когда их мамочки или папочки уходят, закрывается дверь. Да, это очень грустно. Так, мне нельзя делать такие темы. Не знаю, очень чувствительно это все для меня. Ладно, мои хорошие, переходим к другому сообщению. Смотрите, в другом сообщении кто-то вам угрожает. Энергия идет женская. И угроза такая, знаете, вот типа, а я тебе сделаю, а я тебе покажу, а я тебя накажу. Да, вот как-то так она говорит. Сейчас я лучше карты возьму, потому что угрозу я вижу, я не могу понять, что-то между вами случилось. С чего эти угрозы? Почему эта женщина считает возможным вам угрожать? Женщина, которой вы, возможно, даже помогали, доверяли, что-то для нее делали, либо что-то ей простили. Ну вот как не оценила вашей доброты, либо наоборот вашу доброту за подачку приняла. В общем, она сама себя накручивает, и вот ей хочется вас прям конкретно проучить, да, наказать. И это ужасно. Это ужасно, когда у людей такие мысли в голове. Ты что, судья, либо ты палач, ты кто? Что значит наказать? Это как это вообще? Ой-ой-ой, сколько много гадких слов она ваш адрес говорит. Прям ужас какой-то. Прям ужас. Не хочу даже повторять то, что она говорит. Это пусть на ее совести останется. Очень похоже, что либо это какая-то родственница, не обязательно по крови родственница, это может быть и родственница вашего парня, мужа, даже бывшего парня, либо бывшего мужа. И вот она вам что-то простить не может, либо в чем-то вас очень сильно винит. Считает, что вы, ну, не знаю, что-то там испортили,
либо что вы теперь вот живете королевой, ходите, а у нее там все плохо, либо там у них все плохо. Может, кстати, и соперница быть. Точно. Может и соперница быть, которая... Мужчина ее послал в жесткой форме, а она думает, что это значит, вы на него там приворот сделали, либо присушку сделали, что вы вот ведьма какая-то, да, нехорошая, лишили ее счастья, да. Но вы же ей ничего не делали, и никаких приворотов вы 100% не делали. Это просто любовь называется. И в смысле... бывает, да, бывает. Не такое в жизни бывает. То есть она вас винит, и она вам угрожает. Угрожает, что вот она вас накажет, она вам что-то сделает. Давайте посмотрим, будет ли она действительно что-то делать, стоит ли вам там переживать, например, да. Нет, не стоит переживать. Ой, не стоит. Нет, все 3 карты очень позитивные. Солнце, сердце и рыбы. Говорит о том, что угрозы ее пустые. Она сейчас себе это сердце разбивает, да, она его накачивает черной злобной кровью. И у нее какие-то, да, эмоциональные, психологические эти, как это сказать, не заболевания, а скорее реакции идут, да. И она себя до чего-то доведет. Либо до больницы, до таблеток, до лекарств, либо до зависимости от алкоголя, да. Потому что ей сложно справиться с этим всем, и у нее там уже все это горит, бушует, бесится она от бессилия. А бессилие подкреплено тем, что вот именно там, например, мужчина жестко мог с ней поговорить и там прям конкретно ее послать и сказать: не лезь, не вмешивайся. Также, возможно, она мужчину, не знаю, там отбила, да, а он ее не любит так, как она бы хотела, либо он к ней не относится так, как к вам в свое время относился. Может быть, это ревнивая мама, да, которая испортила отношения, и теперь ее сын там пьет по-черному и превратился в какое-то чудовище, потерял человеческий облик. Такое тоже может быть. Но она почему-то не винит себя, да, она винит именно вас. И вот прям считает, что вы на нее, на ее этого сына, либо на нее, либо там на кого-то сделали какой-то негатив. Но на самом деле это не так, абсолютно не так. Зря она вам угрожает, лучше бы она о своем ментальном и душевном здоровье подумала, потому что, судя по всему, по прогнозам, которые я вижу в песке, ничего хорошего ее не ждет. А угрозы эти ей дорого обойдутся, потому что есть можно что угодно, а что угодно говорить нельзя. Да? Тут прилетит, и прилетит не раз, и больно ударит, и тоже не раз ударит. У вас защита очень сильная, с вами так нельзя. Нельзя и точка. Нельзя делать, нельзя думать, нельзя говорить, нельзя желать, нельзя. У вас есть чем вернуть. И даже это может, знаете, самопроизвольно происходить. Ума нема, да, как считай калека, да, как там говорят. Не очень это все. Нехорошая ситуация, но вам тут ничего не грозит, а это все против этой женщины пойдет. Дальше, смотрите, какая тут 4 миленькая и бубновая масть. Девочки, кто в паре, у кого муж, скорее всего, какие-то денежки, да, бубновая масть — это деньги, либо документы. Возможно, ваш муж, либо парень денежку заработал, либо он вам обещает, что он денежку заработает и купит вам, например, подарочек, либо купит путевочку на отдых, либо купит вам там то, что вы хотели купить. Буквально, да, тот, кто вас любит, тот, кто видит с вами 4, а 4 — это у нас как раз-таки и есть семья, семейные отношения, семейные узы. Сообщение пишет про бубновую масть, что типа либо у меня есть, либо я все сделаю, и у меня точно будет, и я все куплю, и все будет в шоколаде, да. Я постараюсь, и постараюсь очень сильно. Любят, вас любят. Как ни крути. Кстати, возможно, это даже ваш тайный поклонник, кто очень сильно надеется на то, чтобы заработать много денег и вот как на широкую ногу прийти к вам и ухаживать за вами ярко и красиво, так, чтобы вы не отказали, чтобы вы понимали, что рядом с вами настоящий мужчина. У кого-то еще и так отыграется. Да, вполне себе тайный поклонник может вам об этом писать. Но здесь нужны именно семейные отношения, либо человек видит вас своей семьей, да, своим будущим. Мои дорогие, на этом все.
Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.